В общем, я продолжаю свое движение, свой путь. И вот недалеко от села Западное, это Северо-Казахстанская область, есть вот такой вот мавзолей Тохсанби. Каждый раз, когда я проезжаю, я всегда останавливаюсь возле этого мавзолея. Это мавзолей Тохсанби, это оратор, это народный судья, живший конец 18-го, начало 19 веков. Точно даты его рождения неизвестны, но это очень уважаемый человек, был достаточно уважаемый человек, так как он являлся бием казахов северного региона, это точнее Омск, Петропавловск, Кокчетау, Костанай. С 15 лет его в народе называли Тоби Би, главным бием казахов именно северных регионов. Вы представляете, 15 лет стать бием, это какой ум, какая смекалка, какой навык должен быть у человека, да, какими знаниями он должен был обладать. Вот смотрите, кстати, там гнездо птицы свело, да, это очень интересно. Потом он стал бием Кирейской волости, кстати, он из рода, из Ру Кирей, потом Акмолинского рода, и затем бием среди казахских властей всей Тобольской губернии, еще раз повторяю, Тобольской губернии. И его имя стало известно всем казахам степи. Вот такая вот история. Вот там населенный пункт, вот такая вот история об этом легендарном человеке. То есть слова назидания, посвященные слова утешения, сохранились в народной памяти. Многие его афоризмы вошли в сборники из уст народа, казахские би-ораторы, из книги «Казахтың би шешендері», переведенной на русский язык, легенды и случаи из жизни Тохсан-би. Вот так вот. И, кстати, вот что немаловажно, да, в своих толгау раздумьях Тохсан-би подверг критике родовую вражду, призывал к согласию, осуждая негативные черты характера. Вот я хотел бы здесь тоже, да, подметить вот это вот, то, что родовая вражда – это самая главная наша проблема казахов. И вот эти вот негативные черты, которые вот вылились в последние несколько дней, да, можно сказать, последнюю неделю, очень много негатива, очень много грубости, очень много невоспитанности и неуважения со стороны казахов. Вот так вот выглядит его мазар внутри, чисто, видно, что всегда выбирают. Так что сейчас помолюсь и поедем дальше.